Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Спасибо вам, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, о себе, где вы родились и росли, и какая атмосфера царила в вашей семье. Я родилась в семье советского офицера, родилась в городе Ковров Владимирской области. Моя семья очень много в силу папиной работы ездила по стране, мы жили за границей. Уже в школу я пошла в Тбилиси, где он занимал довольно-таки высокую должность военную. Была семья так, наполовину творческая, наполовину очень суровая. Папина сторона была очень серьезная и суровая. Мамина сторона была творческая, потому что мама по природе своей очень творческий человек, обожала музыку в молодости. Она пела, выступала на сцене в самодеятельных коллективах. Я думаю, что благодаря ей я и пошла в музыкальную школу и закончила ЦМШ, это школа для одаренных детей в Тбилиси. Потом поступила в консерваторию, закончила Тбилисскую консерваторию и приехала уже сюда, в Сухум, работать в музыкальное училище. И с тех пор моя творческая биография длится уже сколько лет. Сейчас скажу, с 1984 года я работаю в стенах этого учебного заведения. В период войны музыкальное училище по понятным причинам не могло функционировать. Расскажите, что было после окончания войны, с какими трудностями сталкивались вы и ваши коллеги, люди творческого труда, как возрождали музыкальное искусство в тот нелегкий период. Это самый интересный, по-моему, для меня период. И это действительно то время, которым я могу с точностью сказать, что я горжусь тем, что была рядом с людьми, которые возрождали культуру Абхазии. Да, и я действительно горжусь тем, что я работала рядом с великими музыкантами. Это Марина Шамба, Манана Шамба, Вилли Чакмач, Родион Хагба, прекрасная наша пианистка Алла Оторба, Гулиза Авицба. Ну и я, конечно, это был такой вот костяк людей, которые, несмотря ни на что, нам не платили зарплату. Мы это делали бескорыстно, безвозмездно. И очень символично, что местом, где могли мы возрождать эту культуру, был Пицунский храм. Это Божье место. И я думаю, благодаря помощи Боженьки мы смогли сделать то, что должны были делать очень многие. Ну, к нашей всеобщей радости эти годы прошли на таком позитиве. Каждый раз мы видели, что народ приходит, народ слушает. Возрождались музыкальные школы. Пицунская музыкальная школа прямо на территории храма стоит. Это было замечательное время, когда мы могли самоотверженно трудиться и дарить людям радость, и пропагандировать нашу культуру. К нам уже тогда приезжали из России люди, они удивлялись, что неужели после войны Абхазии могут проходить концерты такого уровня, а музыканты действительно, это были музыканты с большой буквы. Потом к нам, благодаря деятельности Марины Шамба, она пригласила туда капеллу, пригласила камерный оркестр, давались дни отдельно, были органные вечера. В общем, с Пицунды, я считаю, началась наша культурная жизнь в области классической музыки. Могли бы вы рассказать о музыкально-творческих традициях училища? Ой, наше училище с очень богатой историей. Оно основано в 30-м году, и в этом году мы празднуем 95-летие. Параллельно с этим мы еще недавно праздновали 100-летие Алексея Чичба, чьим именем названо наше училище. Совершенно уникальная и замечательная история у этого старинного и особняка, и учебного заведения.
в 30-е годы, вы все знаете, это послереволюционные годы, голодные годы, тяжелые годы. Но вот так сложились обстоятельства, что сюда приехало очень много интеллигенции, представители, выпускники Московской консерватории, Петербургской консерватории, даже Миланской консерватории. Их объединяла любовь к искусству, к музыке, естественно. Но несмотря на то, что это были сложные годы, как я говорила, благодаря усилиям Нестора Лакоба и такого известного музыканта, как Ковач, он основатель, основоположник и первый директор музыкального училища, благодаря их усилиям открыли музыкальный техникум в доме купца Нинуа, в котором мы сейчас располагаемся. Несмотря на то, что это частный дом, он устроен очень удобно для того, чтобы там были и музыкальные классы, и зал у нас два зала, один малый, другой большой, и все располагает к тому, чтобы там расцветало искусство. В разные периоды трудились разные личности, знаменитые личности, и такой известный дирижер, всемирно известный дирижер Одиссей Димитриади, какое-то время он здесь работал и исполнял обязанности завуча. Многие из них, это можно разделить историю училища на несколько этапов. И первый яркий такой этап завершился, когда начались репрессии, и много очень людей пострадало, вы знаете, и многие уехали. Пришлось уехать и Ковачу, и многим другим. Ну, потом было время войны, хотя во время войны училище тоже работало, Великой Отечественной войны, и были именитые выпускники. А после войны это уже второй этап, 50-е, 60-е, 70-е годы. Это уже такой вот второй этап расцвета музыкальной культуры. И вот мы недавно праздновали 100-летний юбилей Алексея Чичба. Это как раз с 64 по 72 год. И делали очень интересные доклады наши преподаватели, теоретики. И это время, когда мы стали вот искать фотографии, какие-то данные исторические, ну, мы сами знаем, что это время расцвета. Это когда здесь все приобретало значимость, какую-то вот параллельно развивался и Абхазский театр, и хореографические коллективы, и хоровые коллективы, и симфонический оркестр. Он приобрел уже в эти годы статус государственного симфонического. Евгения пригласила из Астраханской консерватории очень много музыкантов, и оркестр уже даже вот до 90-х годов насчитывалось около 85 человек. Это большой, полный симфонический оркестр. Это наша мечта вернуться, вернее, сделать так, чтобы у нас был хотя бы малый состав этого оркестра симфонического. Был полнейший расцвет, и, естественно, в нашем училище преподавали замечательные педагоги. Именно многие из вас знают, и Жозефина Бумбури, Диардаши Лавицба, Пеленки, Сыроежин, и Разумовская, и очень много преподавателей, всех не перечислишь. Но потом случилась война, и вот этот следующий период возрождения, можно сказать, Ренессанс, который длится до сих пор, потому что мы не встали еще на ноги, хотя у нас большая часть отделений присутствует. 8 отделений – это и инструментальные, и хоровые, и вокальное, народное, и эстрадное появилось после войны отделение. Но нам, конечно, не хватает специалистов, соответственно, не хватает специальностей. И мы бы хотели, конечно, чтобы наша идея и желание создать симфонический оркестр параллельно, это облегчило бы нам проблему кадров, потому что многие инструменты должны преподаваться в училище. Это в основном медные, духовые.
струнные. Очень есть проблема, конечно. Хотя у нас учатся около 200 учащихся, это и детская музыкальная школа, и училище, и интерес какой-то существует, но с этим интересом тоже идут параллельно какие-то другие проблемы, потому что то отношение к музыкальному воспитанию, которое было раньше, оно кардинальным образом отличается от отношения, которое существует сегодня. И не только в Абхазии, но и на всем, по-моему, постсоветском пространстве. Я имею в виду отношения семьи прежде всего, а родителей, людей, которые отдают детей в школу и думают, что поставили галочку в своей биографии, вот я отдал ребенка в музыкальную школу. А это не спорт, это не какие-то, со всем уважением, такие предметы школьные, это не репетиторство, это очень тяжелый и сложный труд. Здесь без участия взрослого, старшего, маленький ребенок вряд ли осилит. А если он и сможет справиться года 3-4 сам, то потом ему будет очень сложно, и в основном после 4-годичного обучения что-то меняется, что-то в ребенке ломается, он уже за счет своих способностей выйти на сцену не может. Ему нужен труд, кропотливый труд, а это только с участием взрослых людей, которые деликатно могут уделить ребенку время, выделить в своем расписании это время, потому что невозможно заниматься одновременно и музыкой, и спортом, и художественной гимнастикой, и конным спортом, и живописью, и танцами, и еще ходить в школу. Это нереально, непосильно просто. Мы, музыканты, считаем, что если ребенка отдали на музыку, он должен заниматься музыкой, ходить в школу и, возможно, еще изучать языки. Тогда будет какой-то результат. Потому что занятия музыкой – это в старших классах не менее 4-5 часов, в училище до 6-7 часов. А наши дети, которые поступают в консерваторию, а поступают они в очень престижные консерватории, занимаются целый день. Вот у нас был такой студент Лука Гадели, его теперь все знают. Он приходил в 7 утра, он уже играл, а в 11 вечера он еще занимался. Потому что, когда человек предан искусству, он должен трудиться. На одних способностях далеко не уедешь. В принципе, как и везде. А что бы вы могли рассказать об абхазском национальном музыкальном творчестве и насколько они значимы для нашей культуры? Ну, это истоки наши. Благодаря фольклору началась наша школа классической музыки, и хоровая, и симфоническая. Это народные истоки, которые, в принципе, для каждой культуры необходимы, и их надо оберегать, беречь, потому что это, это тот пласт, который говорит о нашей идентичности, наши лады, наше многоголосие. Это все отражается уже и в классической музыке. У нас, слава богу, есть и коллективы, которые продолжают традиции народные в хореографии, и такие и песенные, и инструментальные. Вот у нас есть ансамбль Гунда, благодаря которому сохраняется эта идентичность. Да, ну, конечно, это и госансамбль, это ансамбль песни и танца. Это очень важный пласт для нашей культуры. Очень много симфоний написано, используя национальные мотивы, национальные темы. Есть балеты, которые написаны, в которых были использованы национальные темы. Фактически весь материал, который абхазские композиторы
применяют это материал, взятый из фольклора. А какие классические произведения наиболее близки вам? Кто из композиторов вам более всего нравится? Ну, знаете, если бы я не была музыкантом, я бы могла вам назвать кого-то. Но так как я музыкант, для меня, конечно, это прежде всего композиторы классики, конечно, это прежде всего Бах. Из классиков это Моцарт, Гайен, Бетховен, тут никуда не деться, современные композиторы. Я не могу остановиться на каком-то любимом, могу просто сказать, что у меня, как мне кажется, получается играть самой. И, в принципе, я очень люблю Баха исполнять и пытаюсь привить эту любовь своим студентам. Мне очень близок Шопен, потому что я училась у известного профессора в Тбилисской консерватории Гульдара Кавторадзе, которая была ученицей Генриха Нейгауза. Это был потрясающий педагог Московской консерватории. И Генрих Нейгауз, он гений по исполнению Шопена. И благодаря ей я узнала очень много секретов пианистических, которые помогают мне в исполнении. А когда вы стали руководителем Сухумского музыкального училища, какие перед вами стояли задачи? Какая тогда была атмосфера в коллективе именно в тот период, когда вы возглавили? Да, это был 2002 год. До меня работал прекрасный музыкант Иван Шамба, который, кстати, фольклорист, у которого изданы сборники народных песен. Прекрасный музыкант, прекрасный человек. Мы с ними, я уже работала в его бытность, были очень дружны и очень часто беседовали на проблемные темы в области нашей профессии музыкальной. Но потом его перевели на другую должность, а для меня, конечно, это было очень неожиданно, потому что по своей сути я не считала себя руководителем. Мне гораздо интереснее было работать на сцене. Ну, у меня были студенты, но для меня это было удивительно. Ну, а какие задачи были? Задачи были привлечение молодежи, привлечение детей к тому, чтобы они поступали к нам в училище. У нас к тому времени работала музыкальная школа, мы подпитывались этими детьми. Работало у нас 4 школы городские, их выпускники тоже к нам поступали. Но детишек было мало, и тогда мы решили делать образовательные проекты, музыкально-образовательные проекты для детей нашей республики, вне зависимости от того, ходят они на музыку или нет. Это проекты, которые мы проводили в Государственной филармонии. Мы приглашали коллективы из России подпитать наш камерный оркестр и рассказывали детям об истории музыки, о музыкальных инструментах, рассказывали об истории Возрождения, барокко, классицизм. Кстати, у нас филармония всегда была забита полностью, там не было свободных мест, и это было очень интересно детишкам. Ну а когда мы говорили о музыке, это для меня это то, что, наверное, я буду вспоминать всегда, и то, чем я могу гордиться, потому что эти проекты привели к нам в музыкальные школы и в училище много детей. Мы не только им рассказывали, но мы еще привлекали детишек, которые выступали на сцене. У нас были представления, когда у нас был маленький Моцарт, который только-только делал свои первые шаги. Такое театрализованное, можно сказать, представление было. Разные формы мы использовали, но плоды были. К нам приходили дети, учились. Так что вот с этого мы начинали. Это прежде всего образование, всеобщее образование, общее, эстетическое, как хотите называйте, но
Наши дети должны слышать классическую музыку. Наши дети должны понимать ее, должны в ней разбираться. И должны ее слышать, по-моему, с первых дней рождения. Включайте, мамочки, Моцарта, включайте Баха. Когда дети у вас спят, вам кажется, что они ничего не понимают, но нейронные связи в это время развиваются. Расскажите о проекте «Пиано Дуо». Как возникла идея его создания? Как вы подбираете репертуар, отбираете музыкальные произведения, как репетируете? Это самый милый проект, самый прекрасный проект, по-моему, из всех, которых мы делали. Во всяком случае, мы последнее время, вот эти последние годы, с таким молодым энтузиазмом относимся к нему и так старательно выбираем программу, готовимся. Для нас это вот такое событие, ну, наверное, сродни какому-то большому празднику. Зарождался он, скажу, когда мы, опять-таки, вот это наша компания музыкантов, которые работали в Пицунском храме, мы же каждый раз выносим что-то новое, стараемся привнести в программу. Каждый раз скучно выступать с одной и той же программой целый сезон. И поэтому подсказали нам, а давайте попробуйте фортепианный дуэт. По-моему, Алла Оторба нам это подсказала. Есть хорошие фортепианные дуэты для одного рояля. Там один рояль стоит. Ну, мы с ней стали играть Шуберта, фортепианные дуэты. У Листа какие-то очень интересные пьески были. И так поняли, что, в принципе, публика это приветствует. Это очень... ну, такой жанр интересный. Хотя он не был популярен здесь вообще, да и у нас был предмет фортепианный дуэт, когда мы учились, и мы как-то к нему так относились не очень серьезно. А потом возникла идея, почему бы нам не сыграть этот дуэт с оркестром. Мы к тому времени подружились с нашим маэстро Давидом Терзиан, подружились на проектах детских, где он безвозмездно, бескорыстно, с огромной любовью к детям и профессиональной отдачей занимался своей частью проекта. Даже те детские проекты, я забыла сказать про парад концертов, когда мы приглашали одаренных детишек из музыкальных школ республики и предоставляли им возможность сыграть произведения с оркестром. Вот они играли Баха, Моцарта, Бетховена. Это концерты, написанные для солиста с оркестром. И тогда вот он подставил свое плечо, и мы вместе делали, я считаю, очень большое дело, и по сей день мы продолжаем этот проект, он называется «Парад концертов». И я знаю, что многие школы ждут, спрашивают, когда будет, когда вы будете проводить. Вот единственные года, когда мы не проводили, это года пандемии. Вот, и в этом году у нас просто будет юбилей, мы как-то не можем из-за материальных проблем это все осилить. Вот тогда мы с ним поговорили, в принципе, он отозвался, это ему тоже стало интересно. И стали делать аранжировки, потому что фортепианных дуэтов с оркестром не существует. Есть парочка концертов, которые написал Моцарт. У него есть концерт для двух фортепиано и оркестра. Есть у Пуленко очень интересный концерт. Ну и переложения. Многие делают переложения. У Мендельсона, кстати, есть тоже. Может, что-то я и забыла. Вот. Мы в основном все делали аранжировку для двух фортепиано и отдельно, для оркестра отдельно, потом как-то это совмещали, это сложная работа, нам приходилось отдавать это российским коллегам, которые нам это делали, ну и делали довольно профессионально, мы им благодарны. И вот программа за программой мы уже приближаемся к юбилею нашему.
На будущий год будет 10 лет. Я надеюсь, что все будут живы-здоровы, и мы сделаем что-то такое особенное. А какое значение имеет для вас живой концерт на сцене? Для классической музыки с симфоническим оркестром это должно быть не просто в наше время. Ну, для любого артиста выходить на сцену это очень сложно и безумно, безумно, как это вот сказать? Нет, не волнительно. Это безумный праздник. Вот ты боишься, но все равно знаешь, что это праздник, потому что аккумулируется вся энергия, и ты хочешь передать все, что в твоих силах, все самое лучшее, все самое сложное, все самое отработанное, чтобы ничего не потерялось на сцене. Как я говорю своим ученикам, надо готовиться на 150%, чтобы вынести на 100%. Поэтому мы с Гулизой работаем очень много. Помимо того, что каждый из нас занимается, ну, я в качестве директора и педагога, она тоже преподает в 2 местах. Помимо этого мы уделяем с 6 вечера до 12 ночи. Мы работаем в училище каждый день перед концертом обязательно. Либо рано утром, если нам никто не мешает, мы можем все... Ну, в основном это ночные часы. Сторожа нас уже покорно слушают всю эту работу. Ну, что делать? Это сложно. Это и волнительно, и сложно, но безумно радостно. А к концу уже понимаешь, что праздник состоялся, и слава Богу, каждый раз это сопровождается полной отдачей зала. Вот это всегда радостно и всегда приятно, что люди уходят, некоторые плачут, некоторые благодарят, некоторые звонят, и это у них впечатления остаются на долгие годы. Расскажите, пожалуйста, об особенностях каждого музыканта и дирижера. Да. Ну вот могу сказать, что мы одна единая команда. Мы с Гулизой, 2 пианиста, дирижер и, конечно, наш замечательный оркестр. Каждый из оркестрантов – это уже наш друг, это наша семья, и мы с большой любовью относимся к ним. Конечно, мы все разные. У Гулизы я очень ценю одно качество, которое присуще самым лучшим концертмейстерам. Ведь в дуэте играть сложно по одной первой причине. Надо играть, ну, грубо говоря, надо играть вместе. Если звук не будет звучать одновременно, это уже выбивает слушателя, это уже как вот грязная интонация. И так как она очень долго занималась концертмейстерской деятельностью, в принципе, я тоже занималась концертмейстерской деятельностью, мы одновременно дышим, одновременно чувствуем. Мы даже можем, не видя друг друга за пюпитрами, мы даже можем одновременно начать. Но на концерте мы себе такого не позволяем, конечно. У нас есть маленькие секреты начала. Но в классе вот мы начинаем и начинаем вместе. Вот это такой союз, когда он вот так слился, как один организм. И я очень ценю в ней это качество. И я знаю еще одну вещь. Я могу в процессе игры на сцене, меня может вот куда-то занести, я могу вот сделать вещи, которые на репетициях, допустим, не делала. Может, мне захочется вот эту фразу сейчас и вот здесь и сейчас сыграть совершенно по-другому. Моментально чувствует, моментально улавливает и не дает сдвинуться с места. Вот, то есть идем и идем. Вот. А что касается нашего маэстро, ну, он гениальный маэстро.
Он работает, во-первых, с нами все время. У нас не проходят такие репетиции, как обычно. Вот так пришел, порепетировал один-два раза. Нет, мы оттачиваем каждое произведение вместе. Мы делаем какие-то штрихи, какие-то фразы, делаем вместе. И это очень важно, когда ты знаешь, что дирижер согласен с твоей фразировкой, с твоей интерпретацией, когда он сам может что-то подсказать. И мы, конечно, прислушиваемся к его мнению. Очень комфортно с ним работать, ну, потому что он мастер своего дела, у него за плечами большой опыт, он работал в Мексике очень долгие годы. У Давида очень хорошая школа прекрасного дирижера, известного, всемирно известного дирижера Дуриана. И манера дирижирования, и сама школа дирижирования у него, конечно, великолепная. Ну и послужной список у него большой. Я думаю, что нам в Абхазии повезло, что Анатолий Хагба пригласил своего зятя, и тот согласился приехать, в общем-то, неизвестную ему страну. Сюда он только приезжал в детстве, и что он приехал и согласился здесь работать. Потому что в то время, когда это было около 10 лет назад, более 10 лет назад, камерный оркестр состоял из 7 человек. Ну, это можно было назвать ансамблем, а не оркестром. А Анатолий Хагба, можно сказать, стоял у истоков возрождения, вот сегодняшнего возрождения. Он делал все, чтобы оркестр сохранить. Мы с ним, кстати, начинали наши проекты детские. Я помню, я ему сказала: Анатолий Дмитриевич, а вот у меня такая идея, а что если мы с вами сделаем республиканский конкурс юных музыкантов и сыграем на третьем туре концерт с оркестром? Может, это не хорошая идея, такая сумасшедшая, но вы меня поддержите? Он так меня обнял: Нинель, конечно, мы все сделаем. У него были тогда связи в Адыгее, он был дирижером Майкопского оркестра. Благодаря ему они сюда приехали, и первый наш конкурс республиканский состоялся с большим симфоническим оркестром. И, конечно, Анатолий Дмитриевич, он просто вот герой того времени. Герой в полном смысле этого слова. Потому что все, что касалось классической музыки, в разных, вот это учебные дела или инструментарий, он все пробивал, он ходил, он уговаривал, он говорил о необходимости. Это человек, которого надо всегда помнить и которому надо отдавать должное. Ну вот в продолжении темы Давид приехал. Видимо, Анатолий Дмитриевич его так заразил своим патриотизмом и энтузиазмом, что Давид сегодня говорит: я наполовину абхаз, потому что вот он очень много делает для развития нашей абхазской культуры. Ну и, конечно, учитывая все наши проблемы, которые были послевоенные, к сожалению, Анатолий Дмитриевич ушел из жизни и передал эстафету Давиду. Ну вот и с тех пор мы дружим. Пиано-дуо – это как вот такой вот сегодняшний итог, а начинали мы с детских проектов, и причем как и мы все музыканты абхазские, так и он стал с нами в один ряд и служил абхазской культуре бескорыстно, безвозмездно, никогда не думая об оплате, об этом даже речи не было. В принципе, и сейчас, когда касается детских проектов, мы с ним делаем это все бескорыстно. Что для вас музыка? И правда ли, что говорят, одна музыка может исцелить душу, а другая погубить? А какая? Ну, говорят, одна музыка может деструктивно воздействовать на сознание человека, а другая, наоборот, она его возвышает в духовно-нравственном смысле. Ну, если что-то деструктивно действует на человека, то это уже не музыка.
Я думаю, что слово музыка, оно подразумевает под собой прежде всего гармонию. Гармонию. Ведь вся наша жизнь, она и природа, и сам человек, они всегда стремятся к гармонии. Мы эволюционируем, но эволюционировать должны гармонично. Какая бы ни была сегодня современная музыка, она тоже гармонична. Ну, все это трансформируется, конечно. У нас есть и политональная музыка, очень много интересных современных композиторов. Но что касается деструкции, то это уже не музыка, это шум. Благодарю. Какой жизнью сегодня живет музыкальное училище и с какими сложностями сегодня вы сталкиваетесь? Что бы вы хотели поменять? А сегодня мы, вот этот год у нас знаменательный год, как я говорила, юбилей столетних Чичба, 95-летний юбилей училища. И, конечно, мы готовимся к нашему большому юбилейному торжеству. Мы будем проводить его в Абхазской филармонии, мы будем привлекать коллективы, мы будем привлекать тех, кто учился, вспоминать всю историю, отдавать должное тем, кто работал в этом училище. Будем гордиться своими выпускниками, такими как Хибла Герзмава, наша звезда, наша дива, которая не забывает свои истоки, которая продолжает нас любить, вспоминать, помогать. И я ей очень благодарна, потому что она чутко и отзывчиво относится к музыкантам в Абхазии. Недавно она нам подарила рояль, сделала ремонт. Кстати, у Хиблы вот это меценатство, оно ей присуще. Чего бы хотелось пожелать и другим нашим выпускникам, которые тоже успешные в России. И по какой-то причине мы благодарны всему. Даже если это будет маленький инструмент, мы благодарны, потому что мы нуждаемся в пополнении нашей материально-технической базы. И должна сказать, что у нас есть еще один такой выпускник. Это Александр Шоуа, который знает каждый в Абхазии и в России. Он недавно приходил к нам в гости, увидел, в каком мы состоянии, увидел нашу входную дверь. Двери наши более 100 лет. Она вся рассыпалась, уже труха. Уже ее реставрировать было невозможно. Ну и он нам ее полностью обновил. Нет, не обновил, а сделал новую дверь по эскизам старой. Очень красиво. Очень красиво. Мы каждый раз заходим, каждый раз его благодарим в душе, потому что вот такими должны быть люди. У него сейчас в голове тоже еще один проект, как нам помочь. Не буду выдавать секреты, но это будет очень большая помощь. Она будет стоить больших денег. Но человек хочет, человек помнит свои истоки и хочет помочь. Я бы, обращаясь, наверное, в камере к людям, которые могут заняться меценатством, хочу их попросить, это нужно для нашего поколения, это нужно для детей, которые придут учиться, потому что эстетику никто не отменял. Эстетика должна быть во всем. И парадная дверь, и вход, и холл, и залы. А зал у нас в ужасном состоянии. Я не знаю, когда мы его сделаем. Но зал, в котором проходят концерты. Зал, в котором выступали именитые мастера. Вот обращаюсь к вам, если сможете, если захотите, то обязательно сможете. Расскажите о молодежи, которая стремится к музыкальному образованию, и поделитесь своими наблюдениями о современных детях, осваивающих музыку. Знаете, вот
Пока я работаю в училище вот эти 20 лет, а, особых таких вот изменений в людях, которые хотят посвятить себя музыке, нет. Они все приходят и знают, почему они пришли к нам. Они знают, что они потом будут продолжать свое обучение в консерватории. Они хотят быть музыкантами. И вот, но, к сожалению, это единицы, хотя, наверное, не к сожалению, это, наверное, во всех учебных заведениях есть такие звездочки, которые изначально уже мотивированы на профессию, и изначально бескорыстно любят свое дело. Уже в школе, уже закончив 7 классов музыкальной школы, они очень серьезно относятся к своей профессии. То есть это и выступления на фестивалях, и на концертах, на конкурсах. Все в их биографии уже есть, поэтому они знают, куда они пришли. А с такими детьми, в принципе, работать очень приятно, они не доставляют хлопот. Но есть еще другая категория детей, родители которых видят в них определенные способности, музыкальный слух, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо играет, допустим. И они думают, что вот прийти в музыкальное училище – это как доп. Образование. Ну, вот пришел и там по специальности, допустим, спел или что-то сыграл, и на этом все заканчивается. А с этого даже не начинается ничего. Для таких детей, у которых нет багажа, начинается все с теории. Если не будет теории, не получится музыканта. Там и сольфеджио, и музыкальная грамота, и гармония, и все музыкальные предметы, не говоря о общегуманитарных предметах. Все это им либо сложно, либо им это не хочется и не интересно. И вот с такими детишками мы, к сожалению, прощаемся в первом году. Вот в этом году я около 7 человек. Несмотря на то, что мы нуждаемся в кадрах, но пришлось отказаться от них, потому что нет направленности на профессию. И тогда уже мы прощаемся. Ну, хорошими друзьями. Они могут найти себе другое применение, могут найти другие интересы. А те, которые действительно вот хотят учиться, им сложно. Первые 2 курса, конечно, сложно, потому что теория музыкальная, она непростая. Это как математика, как алгебра, геометрия, вот сродни этому. Ну, у нас замечательные педагоги и с большим стажем. Это то, о чем, наверное, надо было говорить в самом начале, когда я пришла работать. Ведь только благодаря вот этому костяку людей, которые получили образование в хороший советский период, в прекрасных советских консерваториях, это и Московская, и Ленинградская, и Киевская консерватория. У нас потрясающие педагоги, у которых настоящая пианистическая, инструментальная, скрипичная и в разных специальностях школа, которая сегодня не может, которым сегодня не могут составить конкуренцию выпускники сегодняшние, потому что и требования были другие, и поступали совершенно с другими требованиями. И для музыкантов, которые, допустим, поступали в 80-е, 70-е годы, да, в консерватории, они поступали только своими силами. Не было ни репетиторства, ни каких-то вот скидок на какие-то вещи. Программы были очень сложные. Мы сдавали, вот мы как пианисты сдавали около 8 экзаменов. 8 экзаменов. А сейчас, по-моему, около 3-4. Да. И количество произведений, которые сдавали, мы гораздо были и более серьезные, и более масштабные формы. Ну, не знаю,
почему так. И вот мы сейчас говорим о педагогическом составе. Вот я очень бережно стараюсь к ним относиться, потому что таких нет и не будет. И мне хочется, чтобы они долго жили, долго здравствовали и продолжали работать. У меня, конечно, есть надежда на то, что вполне обоснованная надежда на то, что впереди нас ждет хорошее будущее в плане развития музыкальной, классической музыкальной жизни нашей страны. Я надеюсь, что все наши идеи, которые еще нас вдохновляют, они воплотятся в жизнь, потому что за нами идет молодежь, молодое поколение, которому мы обязаны передать те ценности, которые нам передали наши старшие. Спасибо вам.